Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Sığılatır telekanalının teleseyircileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Keliniz Roman Spiridonov'na yayınımızga bağlayıq. Zaman informasyon programmalarındaki haberlerini tarif edecek. Roma, selam. Dinleyimiz seni, buyur. Алейкум селям, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Может говорить, но ничего не помнит. Появились подробности о состоянии здоровья бывшего политузника Кремля Владимира Балуха. О них рассказала народный депутат из Евросолидарности Ирина Геращенко. По ее информации, Балух в сознании, без ИВЛ, начал говорить, но еще дезориентирован и ничего не помнит. Если будет дальнейший прогресс, то его переведут в реанимации, но нужно для этого время, рассказала Ирина Геращенко. Я напомню, что Владимир Балух был избит 7 сентября в одном из киевских кафе. Подозреваемый в избиении задержан, это житель Киевской области, а Владимир оказался в больнице в тяжелом состоянии с травмой черепа. Он перенес операцию на голове, был введен медиками в медикаментозную кому. Вот сейчас постепенно восстанавливается, приходит в себя, но, как написала Ирина Геращенко, еще нужно для этого время. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали третий доклад генерального секретаря ООН о ситуации в оккупированном Крыму. Наш МИД призвал усилить международное давление на страну-оккупанта. В докладе, я помню, который Антонио Гутерриш обнародовал вчера, речь идет о том, что необходимо прекратить пытки, незаконные аресты, насильственные исчезновения на полуострове, обеспечить свободу высказывания, мирных собраний и отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. И вот, как констатировали в МИДе, вопреки требованиям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и многочисленным призывам международного сообщества, Российская Федерация в очередной раз проигнорировала мандат Генеральной Ассамблеи ООН и не предоставила доступ для мониторинговой миссии ООН по правам человека на временно оккупированный полуостров. Там в очередной раз призвали международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения и путем усиленного политико-дипломатического и санкционного давления повлиять на оккупанта. И вот в Крыму продолжилось судилище над так называемой красногвардейской группой крымских татар, которых обвиняют в терроризме и участии в запрещенной организации Хизбут Тахрир. И там в очередной раз стало понятно, об этом там говорили адвокаты, что отсутствие защитника во время незаконных обысков крымских татар в оккупированном Крыму стало системой, а в роли понятых часто выступают оперативные сотрудники. Это приводит к тому, что нарушаются права на защиту, даже по сфабрикованным делам невозможно проследить, как происходит обыск. Часто в связи с этим там происходят всякие махинации, подбрасываются всевозможные брошюры. И, как отметил адвокат Назим Шейхмамбетов, пока это только книги, а ведь это могут быть и оружие, и взрывчатые вещества. Вот об этом говорили в суде, там слушали свидетелей. Свидетели обвинения — это следователи оккупационных силовиков, которые проводили обыск. Но как оказалось, что они плохо помнят о тех событиях, которые происходили аж в феврале 2019 года. Я напомню, что именно тогда в Красногвардейском районе в селе Октябрьское были задержаны 3 крымских татар. Это Искендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Мирсуинов. Именно их продолжают незаконно судить в оккупационном суде. Новости военные. В Украине успешно прошли испытания неуправляемой авиационной ракеты РС-20. Ее готовила компания «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома. Ее сделали по заказу Минобороны. Минобороны — это неуправляемый такой реактивный снаряд воздушного базирования, предназначен для поражения бронированных целей на земле. Его можно использовать не только на вертолетах и самолетах, но также запускать с наземных платформ и даже на десантно-штурмовых катерах использовать. Новость из нашего парламента. Жить по киевскому времени. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий сезонный перевод часов и предусматривающий закрепление киевского времени по всей территории Украины. Его автор, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук, он уверен, что уже доказано, что ежегодный переход с одного времени на другое плохо влияет на здоровье, но это еще не все. Стефанчук заявил, что проект
закона направлен на противодействие российской агрессии, ни много ни мало. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции, будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил Стефанчук. Будем говорить о ситуации на полуострове с коронавирусом, ситуации водой. Сегодня 5 человек, стало известно о том, что 5 человек от этого заболевания погибли, еще 140 выявили, у 140 выявили эту небезопасную инфекцию. Вот уже буквально через 12 минут наш выпуск 19:00 с Ульяней Ситумеровой на украинском языке. Там мы подробнее обо всем этом поговорим. Ну а продолжим рассказывать, информировать крымчан о событиях в мире и на полуострове уже в 21:00 на крымско-татарском. Гульсун. Bu bizim muhbirimiz Roman Spiridonov edi. Bizle canlı bağda newsroom'dan bağlandı. Bu koronavirus meselesini men Riza Agashevkeyevмен şındılaf etmege isteyim. Kırım Tatar Milli Meclis azası. Selam aleykum Riza. Aleykümselam. Riza ağa, çok vaktimiz olmasa da kene siz hürmet etilgen insansız ve şimdi Bekir ağa men Mamutnen laf ettik. Bu koronavirus Kırım'da çok eken ve ekseriyetnen Kırım Tatarlarının da hasta olganı, çok olganı bildirile. Yani ne aytarsınız bugün bizim milletimizge, zira bizim mentalitetimiz olsun, toylar, dualar, cenazeler ve bu da tetikley bir taraftan hastalıkna. Ne dersiz? Evet, tek bizim halkımız değil, bütün dünya böyle alga kaldı. Ama bizim halkımız azlıktır. Bizim halkımız inşallah tümüne kaldı. Bizim halkımızı korkuzlarla hapslerge mahkemeler geçirirler. Pek ağır ağır halkımızın. Onun için bu hastalık geldiğin son pandemiye mukat olmak gerek biz birbirimizge. Birinci ana babalar bakmak gerekir forantasın, bağlar çalar, andamında yürüme gelir, diskotekalarda katlaşmağayla, yalan, çeşit, bizge belli adamlar pek çoklar yaparlar, jubileyler yapacak olacak, istediler yapmaya, böyle Troçki geçir yapmaya istediler. Çeşit fuarlar, yarmarkalar, fıstıfkalar, ana onlara yalvarım, yapmasınlar o işleri. Sabır etsinler bir yarım yıldan sonra galiba bu işler, bu pandemi azlaşacaktır. Ve bu yarım yıllarca vaktina da tapılacaktır. Onun için mutlaka muhtaç olmak gerekmez. Ayrıca toylar için aytmağa isteyeyim. Toylarını toktatmağa gerekmiyor ama mutlaka nikah yapmak gerek. Nikahlı imam yapar. Ondan sonra o zararları korantası ana evlerinde bir iki üç adam oturup böyle karşılayıp kullanmak mümkün. Ama boyut toy yapacak olsalar gelir bir zamanlar bu pandemi arta geçer, yok olur. O zaman balaban toyda yapmak mümkün, onun zararı olmaz. Mutlaka bunu düşünüp, onun geleceğini düşünüp, halkımızın bu Allah halklarını düşünüp hareketler yapmak gerekmez. Birinci yerde ve bu işlerde bizim kartlarımızda dualar degende mutlaka da 50-100 adam o duanın fiyatı ondan çekilmiyor. Duanın fiyatı okulganı sayıla, hesap ola. Onun için imam okusa duasın kalan adamlarda koşulmak mümkündür online yüzünden ve o duaya iştirak etmeye şereleri olur. Ben mesela bana babamın dualarında rahmetli, anamın rahmetli dualarına böyle online rejimle koşuldum dualarda 3'ü 7'si 40'ına ve iştirak ettim. Bilgen dualarımı da okup da verdim. Ana öyle. Onun için muhak olsun benim halkım, sevgili halkım, o yüzden muhak olun, bağlaçalara muhak olun, kartlara muhak olun. Çok sağ olunuz.
Çok sağ olunuz Riza'ga. Men umut etem gelecek hafta bizim yayınlarımızga endi misafirler gelecek. Biz sizni çağırarmız ve tafsilatlı jada birçok diğer meselelerini endi studiyada muzakere etermiz. Çok sağ olunuz Riza'ga. O'zingizni ko'rchalarınız, Allah sağlığınızı bersin cümlemizning. Teşekkürler Riza Şevkiyev, Hürmetdar Milliy Meclis a'zosi bizle canlı bağda edi. Her bir sözünün altında men de şahsi imzamni qo'yam. Bugun vaziyatning nasıl olganini her birimiz ko'rmoqdamiz. Arkadaşlar, o sebepten o'zingizni ko'rchalanız, imkon olganca evde bulununuz. Böyle çok toplu tedbirlerge barmanız ya da baracak olsanız kenide bu epidemiologik pandemiya şaraitlerinde çıkartılgan şartlarga uyunuz. Yani imkan olganca maskalarını kiyiniz, kollarınızı da açık antiseptikle yuvunuz ve ilahri o'zingizni ko'rchalanız lütfen. Men ise Zaman informatsion programmasına şimdi bayraqni berem. Tafsiyatlı romanның ve bizning muzokara etgan haberlerimiz üzerinde ular sizlerge şimdi tafsiyatlarni anglatacaktır. Seyretiniz, sonra bu studiyaga qaytajaqmiz. Ko'rishguncha.